Бзерашема Сахатырску Авесча, уважаемые представители средств массовой информации, господин посол, приветствую вас. Сегодня мы встречаемся для того, чтобы подвести итоги работы по внесению исправлений в соглашение по передаче объекта в Пицунде. Исправления технического характера были внесены путем обмена нотами. Это произошло в соответствии со статьей 79 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Это международная конвенция, закрепляющая основополагающие международно-правовые нормы, относящиеся к заключению, вступлению в силу, применению, расторжению, толкованию и соблюдению межгосударственных договоров. Мы внесли изменения, внесли исправления по принципу так называемому ab initio, то есть исправленный текст заменяет собой содержащий ошибку текст. Таким образом, мы констатируем, что необходимые исправления в данное соглашение были внесены. Совсем недавно здесь на площадке медиацентра МИД Абхазии была достаточно предметная дискуссия на тему правового анализа, правовых аспектов процедуры внесения исправления, а также самого существа этого соглашения. Это была достаточно предметная дискуссия. На мой взгляд, мой коллега, министр юстиции Барцец, дал исчерпывающие комментарии, исчерпывающие аргументы по этому вопросу. Таким образом, хочу поблагодарить и российскую сторону за то, что мы эффективно поработали по этому важному вопросу, который, как мы, Михаил Александрович, с вами обсуждали, неоднократно этот вопрос поднимался в ходе межгосударственных переговоров. Поэтому по этому важному вопросу хотели проинформировать о том, что констатируем внесение исправлений в соглашение. Действительно, координатные точки приложений скорректированы. Мы очень признательны абхазской стороне и Наурбатовичу в частности, который лично приложил много усилий с тем, чтобы этот вопрос, который, в общем-то, изначально не вызывал ни у кого сомнений, а позднее превратился в объект для критики отдельных оппозиционно настроенных граждан Абхазии, что само по себе и неплохо, критика всегда помогает, да, но не всегда эта критика объективна, и не всегда она способствует развитию двусторонних дружеских отношений. Мы исходим из того, что предстоящая ратификация станет очень важным элементом в этом процессе и будет способствовать развитию наших двусторонних отношений по нарастающей. Я бы хотел отметить несколько аспектов, которые, на мой взгляд, вроде бы специалистам ясны, но не всегда публика воспринимает это. Значит, первое. Данное соглашение не предусматривает передачу в собственность России земли, территории, на которой находится объект Пицунда. Тот самый объект, который часто, я слышу, называют госдача. Вот. Территория передается в аренду сроком на 49 лет. В собственность передаются только здания, ремонт и содержание которых должна осуществлять Федеральная служба охраны Российской Федерации. И действительно, как сказал министр, в приложении к соглашению, точнее в перечне координатных точек, определяющих границы земельных участков и границы акватории, изначально были допущены неточности. Согласно сложившейся мировой международной правовой практике, технические исправления в международном договоре могут быть оформлены путем обмена дипломатическими нотами, что и было сделано между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Абхазия. Уважаемый министр уже упоминал Венскую конвенцию о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, которой обе стороны руководствовались. Дипломатические ноты были направлены, подтвердили, что уточненные координатные точки объекта Пицунда на этот раз составлены правильно, и, соответственно, стороны согласились с внесением их в текст, точнее, в приложение к соглашению.
Ну вот, как уже говорил министр, есть такой латинский термин ab initio, то есть считается, что после обмена нотами координаты как бы изначально присутствовали в тексте так, как они должны быть. Еще один аспект, который бы мне хотелось отметить, это то, что вот эту тему пытаются эксплуатировать различные представители неправительственных организаций. Причем эксплуатировать так, как, на мой взгляд, эксплуатировать их не нужно было бы. Мы, естественно, задаемся целью на тему, кому это выгодно и кто к этому стремится. Я, может быть, не очень много, но все-таки путешествую по стране и часто встречаюсь с гражданами Абхазии, и очень многие сами подходят самостоятельно и задают вопрос, а что же такое, почему так в столице сложилось, что до сих пор соглашение не ратифицировано? Более того, для многих этот объект ассоциируется с Владимиром Владимировичем Путиным, который неоднократно там бывал. На объекте бывал также Сергей Викторович Лавров. В частности, вот там состоялась его встреча, в том числе с Аналбатовичем. До этого он там встречался с предшественниками министра иностранных дел. Объект давно существует, еще с советских времен. Причем наши люди, которые находятся на объекте, они подчеркивали при встрече, что даже во времена Отечественной войны абхазского народа этот объект не переходил в руки грузин. Он всегда оставался, как бы, можно даже сказать, стерильно чистым. Спасибо. Недавно была озвучена первым заместителем председателя службы государственной безопасности весьма важная информация. Она касается финансирования, которое поступает от программы развития ООН, так называемой UNDP. В свою очередь, UNDP получает это финансирование от американского органа государственной власти, который называется USAID. Хочу еще раз обратить внимание на всю опасность, масштаб опасности, который открывается в связи с этим. И, конечно, сотрудничать с такими структурами нельзя. Мои коллеги из Службы государственной безопасности обнародовали информацию о достаточно масштабном финансировании, которое исходит от UNDP, а на самом деле исходит от USAID, американского органа власти, так называемого Агентства США по международному развитию, которое, к сожалению, к нашему огромному, использует официальную структуру подразделения Организации Объединенных Наций для манипулирования общественным мнением, для нарушения духовно-нравственных связей внутри общества, для стравливания людей. Они это умеют делать прекрасно. Мы это видели в огромном количестве стран. Это было и на постсоветском пространстве. Вот я лично, когда работал в администрации президента России, наблюдал за тем, как мастерски американцы стравливают украинцев, нарушают духовно-нравственные связи внутри общества и между братскими народами. У них это получается. Поэтому я хотел бы призвать и обратить внимание соотечественников на то, что, конечно, наверное, наш долг сегодня в этой сложной ситуации очень внимательно к этому относиться. К огромному сожалению, финансирование касалось достаточно большого количества представителей НПО Абхазии, журналистов и некоторых даже молодежных организаций. Поэтому, конечно, необходимо на это обратить самое пристальное внимание. Мы сейчас совместно с коллегами из СГБ очень активно разбираемся в том, что происходило на данном направлении. Мы приняли решение пока приостановить сертификацию проектов UNDP, и правоохранительные органы будут принимать по итогам анализа предметного все необходимые, адекватные меры реагирования. Это, конечно, крайне важно. Хотел бы также обратить внимание на то, что открыта официальная позиция американского органа власти USAID заключается в двух ключевых целях
которые они собираются преследовать и преследуют, к сожалению, на территории Абхазии. Первое – это восстановление так называемой территориальной целостности Грузии через так называемую реинтеграцию Абхазии в состав Грузии. Это делается весьма мастерски, выступают различные люди, говорят о примирении, о всепрощении, об идеологии прощения. Это, разумеется, первый этап на пути к более открытым заявлениям. Разумеется, это известная американская технология работы. Кроме того, одна из важных целей, которую мы тоже обнаружили на официальном сайте USAID, это противодействие так называемому пагубному влиянию Кремля. Разумеется, нет никакого пагубного влияния. У нас как были замечательные отношения, так они и будут. И мы должны разочаровать представителей органов власти США, ничего у вас не получится. Михаил Александрович, думаю, вы подтвердите. Агентство США по международному развитию, известное более под названием USAID, это структурное подразделение Государственного департамента. Они подчиняются напрямую госсекретарю Энтони Блинкену. Кто такой Энтони Блинкен, все прекрасно знают. Его злобные выступления зашкаливают даже по сравнению со многими другими деятелями стран НАТО. Это первый момент. Второй момент. USAID поставляет основную часть средств, которые расходуются на проект НПО. Исключение этого агентства из этой цепочки, естественно, ослабит негативную работу из-за рубежа, и поэтому такая острая реакция. И третий момент. Прежде чем начинается реализация каких-то проектов на территории Абхазии, это проходит согласование с государственными структурами Грузии. И тут получается явный перекос, потому что грузинские власти диктуют, что и как должны делать неправительственные организации, а те, в свою очередь, отказываются подчиняться Министерству иностранных дел Абхазии и отчитываться о своей деятельности. Я думаю, что даже если бы какая-то деятельность неправительственных организаций была бы полезна Абхазии как государству, то, наверное, стоило бы предварительно спросить мнение у властей. Власти бы подсказали, где чего не хватает, где что нужно, чему помочь. Но неправительственные организации, и понятно почему, потому что это американские деньги, и грузинское управление отказываются согласовывать с МИДом Абхазии свою деятельность. Собственно, этим и объясняется реакция властей на их деятельность. Хочу, чтобы наши соотечественники знали, что если бы кто-то хотел сделать что-то важное, благородное и доброе для нашего государства, мы бы всегда это приветствовали. Мы хотим, чтобы в Абхазии работали разные благородные и добрые люди. Но когда мы видим, что эти представители международных НПО приходят к нам и дезинформируют нас, занимаются совершенно другими делами по сравнению с теми анкетами, которые они приносят в МИД Абхазии, конечно, это у нас вызывает самую такую вот внимательную реакцию. Мы, разумеется, не допустим, чтобы это происходило. И отдельное внимание, конечно, будем уделять такой структуре, как USAID. Безусловно, они будут пытаться различными другими способами влиять на ситуацию в Абхазии и на организацию, официальное подразделение ООН, это программа развития ООН UNDP. Кстати, вот сегодня буквально мы от коллег получили информацию о том, что один из наших соотечественников, который в свое время был фактически завербован спецслужбами Грузии, он сегодня живет и работает в Грузии. Значит, ему там создали общественную организацию, и этот человек, я даже не хотел бы произносить лишний раз его имя, значит, он у нас проходит по статье Уголовного кодекса Республики Абхазия 273 «Государственная измена». И сегодня, занимаясь антиабхазской, антироссийской деятельностью из Грузии,
получает финансирование от UNDP и получает финансирование от USAID, то есть те же самые организации. Поэтому мы так внимательно будем относиться к так называемой работе этих структур. Это не работа, это попытка хаотизации, это попытка стравливания. Вот это их главные цели. Я хотел бы, чтобы наши соотечественники об этом знали. В случае необходимости мы всегда открыты для диалога, для наших людей, для наших соотечественников. Всегда готовы аргументированно изложить нашу позицию. Я уверен в том, что мы все вместе этот важный этап преодолеем. Благодарю за внимание.